как уже во многих СМИ уже было сказано, да, с начала 2020 года работаем над внедрением проекта загранпаспортов нового поколения, это с биометрическими данными. Проведен тендер на закупку бланков, контракт подписан в мае. Компания немецкая Mühlbauer выиграла поставку бланков. Они на сегодняшний день по своим договорным обязательствам уже исполняют в полном объеме. 50 тысяч бланков поставлены к нам на склад. И в пути находится еще 100 тысяч бланков. И контракт у нас заключен на количество 34 страницы, 1,5 миллиона бланков, и 70 тысяч бланков со страницей 50. Это для тех, кто много путешествует или работает в таких иностранных компаниях, где приходится много выезжать. Да? И есть также служебные, дипломатические паспорта, там их по 3-5 тысяч, согласно, потребность такая маленькая, да, можно сказать. Ну и учитывая то, что в 2020 году была у нас пандемия, есть вторая сторона, это техническая, то есть принтера. Я в вашем релизе до этого отмечал, да, было отмечено, что почему провели 2 тендера или как купили принтер, допустим, на черном рынке, что ли. На самом деле не так. В 2017 году проект начинался, когда при технической поддержке ПРООН в рамках внедрения единого государственного реестра населения данное оборудование уже было предоставлено, и с тех пор у нас стоят в Государственном центре персонификации. Просто их не запускали в связи с тем, что мы все знаем, да, события 2019 года, когда возбуждались уголовные дела. Это тоже было уже в вашей статье отмечено. Техническая поддержка, к сожалению, его закончилась еще 2 года назад. В связи с этим был объявлен дополнительный тендер. Принтера были переданы на баланс нашего подведомственной структуры, это госпредприятие «Инфоком». Они проводили 2 раза тендер, но учитывая то, что как раз это было в разгар пандемии, первый тендер состоялся, но сроки заключения договора истекли, потому что официальный представитель компании американская, которая поставила в 2017 году эти принтера, находится в Америке, а казахская компания Астех, она располагается в Казахстане. И каждое свое движение, можно сказать, по заключению контракта, казахская сторона, официальное представительство компании DataCard, согласовывала с американцами, получается, и должны были прилететь, соответственно, для проведения аудита на техническую поддержку оборудования специалисты, эксперты. С учетом пандемии, получается, они не смогли прилететь. В связи с этим второй тендер был объявлен, как раз там было COVID, плюс октябрьские события, все прекрасно понимаем, да? С учетом этого, получается, заключение контракта второго тендера было подписано в конце декабря, и они приступили к работе своей. Все идет, на сегодняшний день, если смотреть, все идет по плану, потому что договорные обязательства у этой компании до середины апреля. Но почему мы называем это паспортным кризисом? В связи с тем, что в начале 2020 года у нас было порядка 250 тысяч бланков, плюс мы же все-таки анализируем потребность, да, и ежемесячное количество персонификации был очень сильный спад. То есть если среднемесячная норма бланков, которые мы расходуем, составляет порядка 25-30 тысяч, то на тот период, например, когда июль, август, пандемия, да, когда была в разгаре, потребность упала до 10-15 тысяч в месяц. И, соответственно, мы предполагали, курируемый зам, который, к сожалению, освободили от должности, проводили они работу аналитическую, что бланков, по идее, должно было, с учетом того, что пандемия, границы все были закрыты, должно было бы хватить еще до текущего года, 21-го, и до июня месяца. То есть, но, как бы сказать, к радости, конечно, в ноябре месяце уже в связи с экономической ситуацией в стране и другие страны начали открывать свои границы. Были же требования, помните, да? Когда и в Россию, и в Казахстан наши иммигранты
должны были по требованию иных стран выезжать на основании загранпаспортов. То есть по ID-карте им блок поставили, да? Начался резкий спрос трудовой силы, соответственно, и так как были требования у России в Казахстане въезд по загранпаспортам, то есть, получается, декабрь, январь, февраль, мы в 3 раза исполнили вот этот полугодовой наш объем работы, да, получается, в месяц почти по 50, по 60 тысяч загранпаспортов выдавали. И сейчас тоже такой наплыв как бы шел до того момента, пока мы с прошлой недели, да, получается, даже не с прошлой, недели 2 назад начали отказывать в оформлении бланков, потому что остатков осталось очень мало, и было принято решение, чтобы выдавать только остро нуждаемся. Те, кто выезжают, допустим, для лечения, те, кто выезжает по, я не знаю, семьи надо, допустим, объединить, ребенок здесь остался, родители за границей, либо на учебу поступают, ну, такие категории граждан, да, которые... В связи с этим, ну, как вы тоже уже знаете, правительством было принято решение за как бы халатное отношение мне дали к внедрению проекта, выговор дали, заместителя моего освободили. И при этом правительством также, чтобы сохранить жизнедеятельность граждан, был принят постановление правительства, вот оно подписано 9 марта, где поручается нам и Министерству иностранных дел, да, проработать вопросы продления сроков паспортов до 1 сентября. То есть мы с запасом берем время, чтобы граждане могли спокойно вылететь за рубеж, либо прилететь из-за рубежа. Да? Что нами в этом плане проделывается? Сейчас во всех центрах обслуживания населения и в территориальных подразделениях паспортных столов граждане могут подойти, получается, проставить на действующие вот эти общегражданские паспорта 4 и 6 года штампы о том, что паспорт продлен до 1 сентября 2021 года. И далее Министерству иностранных дел поручено проработать с дипкорпусом других стран, чтобы они принимали наших граждан на основании этих паспортов, то есть, у которых сроки продлены, да, получается. И также, чтобы наши граждане могли обратно возвращаться в Кыргызстан. Ну, и еще хотелось бы отметить, что в рамках ЕС у нас есть соглашение, да, со странами, которые вот, ближайшие, это Россия, Казахстан, Белоруссия. Тоже хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к гражданам, что есть возможность на сегодняшний день уже как бы эти ограничения по выезду с загранпаспортами сняты, пользуясь ID-картами, могут выезжать в Казахстан и в Россию без проблем. Да? Это касается граждан старше 18 лет. А для детей все-таки нормативно у нас так закреплено, что дети должны выезжать на основании загранпаспортов. Вкратце ситуация пока так, и мы сейчас прилагаем все усилия, ведем переговоры постоянно. К 1 мая запустить проект все-таки, начать прием. И также дополнительно прорабатываем вот с этой английской компанией, которая основной подрядчик старых бланков, да, чтобы они какую-то часть бланков еще дополнительно нам предоставили, потому что они нам должны заменить старые бланки, которые заводской брак, да, называется. Вот насчет этого работаем, чтобы они в кратчайшие сроки предоставили. Бланков осталось 20 тысяч, но из них 16 тысяч уже в обработке на заводе. И получается 4 тысячи, которых еще пока, да, и 4 тысячи это должно хватить, по идее, до 1 мая. В связи с этим как бы, ситуация называется и паспортный кризис. Да? Ну, сейчас мы с английской стороной работаем над тем, чтобы дополнительно вот эти заводские браки пронести. А там сколько заводских? 11 тысяч, ну, с копейками было, 11 тысяч, 300 с чем-то. Речь о дополнительном соглашении не идет? Мы с ними этот вопрос прорабатывали, но, к сожалению, это же все-таки бизнес. Они уже, так как, конечно, в СМИ читают же, что тендер проведен, что мы работаем с другой компанией, давно уже свое оборудование все в другом направлении используют. И в связи с этим говорят, что могут это сделать, но не по другой цене, а возможно и по другой цене будет, да, потому что там пока о цене речи не было, о том, что было о сроках, что нам нужно до 1 мая, там, допустим, 100-200 тысяч еще штук. Даже говорили, ну ладно, 500 тысяч штук. Просто посмотреть хотели, что они ответят. Сказали, к сожалению, что это будет ближайшая партия только в декабре месяце 2021 года.
То есть это нам абсолютно не нужно, да, потому что мы в мае уже запустим новый проект. Да, сделали, поэтому вот до сегодняшнего дня, говорю, мы думали, что этого количества, там их оставалось где-то 250-300 тысяч, что их хватит. Но потому что во время пандемии спад резкий пошел, я же отмечал. Ну как бы мы же смотрим это не как что на разные два проекта. Мы смотрим как на общий один проект. Для граждан же главное получить загранпаспорт. А что мы как делаем, и это, как, я думаю, что граждан не касается. А что касается именно самого процесса проведения тендера, то он, как и все, проводился открыто на обычном нашем государственном портале государственных закупок. В СМИ тоже давали информацию, то есть там ничего такого скрытого нету. Все участники участвовали. Я, к сожалению, не изучал их профильную деятельность, потому что мы работали именно по бланкам, и они поставляют оборудование для персонификации разного вида документов госзначения. Да? И бланками тоже занимаются, потому что когда проводился тендер, были критерии, там, допустим, опыт работы в сфере внедрения паспортов или документов в международном формате, там, столько-то лет, такие вот требования были. И вот они подходили под эти все требования, потому что тендер проводился не первый раз, это вот в 2019 году был скандальный, да, и вот в 2020 году этот тендер был. Нет, они отозвали его, потому что какие-то моменты были юридические, я сейчас точно не помню, как это правильно формулируется, но они отозвали иски, и на этом вопрос был закрыт. Нет, это не проблема, это сама как бы процесс персонификации, да? Техническая поддержка подразумевает то, что специалисты приезжают, смотрят это оборудование. Например, допустим, то же самое, это, если простым языком объяснять, машина, допустим, в гараже 4 года стоит, у нее же, например, допустим, какие-то резинки, что-то высыхает, просыхает, ее надо снять, отмыть. То же самое с этой. Это оборудование очень высокотехнологичное, да, представляете, да, получается, на бланк сам ложится, он это все обрабатывает, открывает, записывает туда чип, лазером точечно наносит, прям где фотографии находятся. Называется, вот, например, есть MLI фотография, это где прозрачная ленточка. Мы когда вот дизайн запускали, там все спрашивали, что это за такое серое пятно. Это просто окошко, куда будет зеркалироваться фотография человека. То есть такие вот точечные моменты есть. И это, я же говорю, высокотехнологическое оборудование. Они вот приехали, специалисты, аудит полностью сделали, свои выводы передали основной своей компании, которая головной офис, да, получается. И вместе с ними, вот, с экспертами, работа ведется по налаживанию процесса персонификации. Потому что, например, допустим, есть же несколько систем. Это АИС-паспорт, где, когда гражданин приходит, это фронт-офис, да, работы, где в ЦОНах люди заполняют анкетные данные, сверка биометрических данных идет. После этого передается на производство, где есть свой процесс, где идет функции контроля, проверки персональных данных, все такое прочее. Дальше эти данные передаются уже на производство, на принтер сам, да? Это все наносится, и потом уже выдается готовый паспорт. Вот эти все моменты, и в конце, в итоге, при персонификации, когда лазер нанес уже, на чип записываются данные персональные граждан вместе с электронной цифровой подписью, да, получается, это основной фактор биометрического паспорта, это называется PKI-инфраструктура открытых ключей. Это на основании этих данных, когда вы проходите пограничный контроль, они, беря ваш паспорт, то есть прикладывают к системе, да, допустим, к устройству, то автоматически считывает ваши данные и уже у них показывается на мониторе. Раньше как было, вот наш, который обычный паспорт, если вы замечали, на стороне, где идут персональные данные, в конце такие штрих-коды есть. Это называется машинно-считываемая зона, да, по стандартам ИКАО, это вот Международная организация гражданской авиации. Да. Вот по этим штрих-кодам они проводили, получается, как вот по карте мы проводим в магазинах, считываются данные, и у них записывается, да, получается. Тут же все будет проходить в автоматизированном. Приложил, он данные считал, дальше, получается, уже идет как бы контроль, сверка. Да. Когда мы первые тестовые бланки запустим на персонификацию, мы официально в МИД обратимся, и они уже по своим каналам через дипкорпус будут проводить процесс легализации. Нет, мы изучали этот вопрос, месяц-полтора где-то займет. Они параллельно работу все ведут. Это, говорю, это в рамках контракта, вот до 15 апреля они всю эту работу должны сделать. Это что за фирма? Какой контракт? Компания называется Астех, она находится в Казахстане. Официально их головной офис, это фирма DataCard, получается, они находятся в Соединенных Штатах Америки. Да, просто там так получилось, что да. И срок договора истек, и плюс еще и
Пандемия была, потом события, вот то, что были у нас. Да, получается, именно по остаткам бланков, я же уже отмечал, мы думали, что хватит их до июня месяца, потому что спад был спроса, да? Да, в ноябре начался резкий спрос, и мы проинформировали где-то в начале января. Ой, в начале февраля. Ну, я же говорю, мы должны были проект запустить в декабре месяце. Нет, 25 декабря подписали контракт второй, да. Но по плану запуск должен был быть в начале января же, получается, в конце декабря 2020 года. Подписываете Нет, мы план, когда по бланкам тендер прошел в мае, мы тогда составили план работ. И все шло планомерно, как бы по плану, да. После этого, когда тендер 25 декабря подписываем, второй тендер, да, там уже пошли как бы корректировки, и мы изначальный план, просто мы его не корректировали. Мы оповестили, что к 1 апреля, получается, мы запустим проект, потому что договорные обязательства у нас такие были, да, тут с компанией, которая персонификацией занимается. Но при этом, обратно же говорю, возникли такие технические вопросы, которые срок сейчас на май двигаем, да. Это и то получается сейчас, после вот этих всех событий. Ну вот интеграция же, например, допустим, наша дорабатывает, и американская сторона дорабатывает, это все интегрируется, они должны потом приехать, все это установить, обучить и дальше уехать. Нет, до 15 апреля, говорю же, не нарушается, все идет в рамках этого. Просто, например, допустим, мы можем работать в авральном режиме, потому что мы сами здесь находимся, оборудование все здесь. Американская сторона, к сожалению, вообще за океаном. Мы постоянно ведем с ними переговоры по видеоконференц-связи, как бы работа ведется. Ну, в том, что проект полностью по функциональным задачам заместителя, у каждого, получается, ведется определенный свой блок работы. И здесь именно заместитель, он курировал проект по внедрению паспортов, да, получается, так как вот, недостаточный контроль, халатное отношение, как бы, да, ну, так озвучили, сказали, мы это понимаем, что это насколько все серьезно, потому что документирование граждан, паспорта, жизнедеятельность, у всех разные ситуации бывают. Нет, тендер был, победителя определили, но договор не подписали. Да, вот именно получается, поэтому и подписание такое трудное же было, потому что пока они согласовывали с американцами, вот этот весь процесс пока шел, как бы так получилось, да. Сроки проходят, потому что, говорю же, пандемия идет, сроки прошли, пока согласование шло, отменяют его, потому что сроки по законодательству там в течение месяца надо подписать, и объявляется второй тендер. Второй тендер объявляется, как раз там идет октябрьские события, политическая вся обстановка. Уже конец года, объявляется победитель, подписывается и начинаем работу. Можно сказать, даже можно будет сказать такой открытый. Ну вот сейчас поставили задачу дипкорпусу проработать, будем работать. Мы со своей стороны ускоряем. Например, допустим, если человек прям срочно будет выезжать, из тех же бланков, которые у нас есть, мы из тех и будем ему давать, если прям так горит все уже, какие-то жизненно важные. Черный рынок? Нет, такого не может быть, потому что, говорю же, это все у нас регламентировано, есть. Такие моменты были, да, и в правительстве эти вопросы тоже проговаривались, и задачи поставлены всем руководителям, чтобы такого не допускали. Даст Бог, сейчас вот, пошагово даем указания, как это все надо делать, чтобы все документы, которые есть основания для получения срочного паспорта, будут согласно этому работу вести территориальное наше подразделение. Я, к сожалению, не знаю точно деталей, но по СМИ читал, что вот уже можно выезжать, можно будет потом, наверное, детально проанализировать, когда уже будет... Сейчас можно по ID-карте в Россию? Да, можно. И выезжают люди уже, и в Казахстан тоже выезжают. Да, мы анализ такой делали, смотрели. В связи с этим были даны дисциплинарные взыскания мне в виде выговора, заместитель уволился. Не уволился, а уволили. Поэтому и правительство приняло такие меры, как продлить паспорта. Сейчас мы вот озвучиваем, чтобы можно было по ID-карте выезжать. И также подписано вот вчера постановление, где в загранучреждениях можно оформлять ID-карты. То есть раньше это только загранпаспорта можно было оформлять. Вот такие моменты пока прорабатываются. Ну, работает человек, да. Просто в связи с тем, что сейчас у нас идет реорганизация государственной самой структуры, да, вы же это прекрасно знаете, есть определенные планы, например, допустим, которые надо утвердить и реализовать. Работаем с ним в этом направлении.
Ну, к сожалению, наверное, возможно, при сокращении госчиновников штаты, наверное, какие-то сократят, потому что, например, допустим, мы же теперь подведомственная структура Министерства юстиции, возможно, будет только один сотрудник, который будет заниматься общей деятельностью одного министерства, да, допустим. Нет, сейчас уже утверждается положение Министерства юстиции, условно так и идет. Нет, пока на сегодняшний день идет так, что мы в Минюсте, те же наши подведомственные структуры остались, Инфоком, Департамент регистрации населения, УНА. Единственное, Госархив, он был при нас, теперь он будет напрямую при Минюсте. И почта ушла в Госслужбу по цифровому развитию. Ну, на днях подпишут уже это, там месячный срок должен был быть, подпишут.